Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Наверное, многие после просмотра детективных фильмов мечтали побыть хотя бы один день следователем, распутывать загадочные дела, бывать на месте преступления, расшифровывать улики и собирать доказательства. О том, как в действительности выглядит профессия следователя, какие в ней бывают сложности и что в ней привлекает самих работников следкома, мы сегодня и поговорим с гостьей нашей студии Надеждой Дворецкой, старшим помощником руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха. Надежда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. 25 июля – это День сотрудников органов следствия. И для начала вот что. А есть какие-то, может быть, приметы или фишки того, как отмечают следователи памятные даты? Потому что, например, пожарные, когда уходят на заслуженный отпуск, ветераны дарят своим подопечным топоры. Десантники каждый август тоже по-своему отмечают праздник. А вот какие ритуалы есть у следователей? Ну, наверное, справедливости ради я скажу о том, что сегодняшний праздник – это не только День сотрудников Следственного комитета, потому что День работников органов следствия – это речь идет как раз о следователях всей нашей правоохранительной системы, то есть исследователей Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, ну и, конечно же, Следственного комитета. Что касается каких-то фишек, вы знаете, ну, как правило, наши следователи свои профессиональные праздники в любом случае проводят на работе. Им, честно говоря, даже, наверное, некогда иногда порой остановиться и о чем-то подумать, о каком-то празднике, о каких-то, может быть, там подарках, поздравлениях, потому что это работа такая, которая требует полной самоотдачи. И человек, который решает стать следователем, он должен быть готов к тому, что редко ему удастся отдыхать, выходные проводить, может быть, с семьей какое-то время, этим приходится жертвовать. Конечно, наше руководство уделяет внимание в праздничные дни, проводятся торжественные мероприятия, награждаются лучшие сотрудники, которые добились высоких результатов в работе. Но, тем не менее, практически всегда праздники проходят на работе. А чем вас привлекла профессия следователя и так надолго затянула? Ну, скажем так, что я не являюсь следователем как таковым в всеобщем понимании, я являюсь старшим помощником руководителя, но тем не менее, конечно, я работаю в Следственном комитете, и для меня это, сразу скажу, большая честь, потому что мои коллеги, следователи, с которыми я служу, вижу их каждый день, наблюдаю за их работой, это люди, которые достойны действительно очень большого восхищения, это без пафоса совершенно. Потому что, ну, это очень интересная работа. Я не знаю, как они с ней иногда справляются, потому что даже на нашей вот службе при исполнении наших обязанностей бывает иногда очень трудно и напряженно. То есть быть в любое время на связи, это все равно как-то должно, наверное, немножко быть тяжеловато для простого человека в его понимании. Потому что, как правило, у нас люди привыкли с 9 до 6, с 9 до 5, кто-то до 7 вечера работает. А здесь мы всегда находимся в режиме таком непрерывного онлайн, скажем так, функционирования. Ну, работа в любом случае интересная, даже моя. Потому что уметь рассказывать о тех, кто делает главную работу в Следственном комитете, это нужно очень постараться. И донести именно эту информацию правильно, оперативно и интересно. По образованию вы юрист, хотя, вот, насколько известно, вы мечтали стать тренером верховой езды. Чем обусловлен такой выбор? Была такая мечта, была. Где-то, наверное, с начальной, может быть, школы я увлеклась очень серьезно этими благородными животными, и на полном серьезе я хотела стать тренером верховой езды. Ну, это, наверное, может быть увлечение детства, юношества, хотя был такой период в моей жизни, когда я выписывала соответствующие журналы, очень серьезно увлекалась, я знала все породы лошадей, их масти, могла определить возраст коня по зубам, какие-то болезни по первичным признакам, ну, то есть очень серьезно этим увлекалась. Но потом по окончании школы, конечно, немножко у меня сдвинулась в другую сторону, скажем так, в не меньшей степени, в немалой, наверное, это благодаря моей маме, которая, ну, как-то так отнеслась немножко к этому скептически. И определенное какое-то время я вообще работала в детском саду воспитателем. Ну, это тоже определенный опыт. Вы знаете, дети, они настолько интересные, тем более, когда вот я как педагог была еще тогда очень молода, мне было, по-моему, 20 лет, и общение с 2-3-летними детьми в группе, их там было по 20-30 человек, это, конечно, было очень утомительно к концу дня, но, тем не менее, мы с ними настолько интересно, весело проводили время, что это дало определенный, знаете, какой-то даже педагогический опыт. Хотя я там проработала 1,5 года, и после этого уже правоохранительная система, у меня мама работала в милиции в поселке Депутатский тогда,
И в 94 году, в далеком в ноябре 15 числа, я пришла на службу в органы внутренних дел, как сейчас помню этот день. И с тех пор, собственно говоря, вот я и занимаюсь. Ну, конечно, разные были функциональные обязанности, то есть начиная от милиционера патрульно-постовой службы, после этого канцелярия, затем уже другие должности, включая оперуполномоченного, дознание работало определенное количество времени, потом госавтоинспекция, ну и Следственный комитет. Давайте прервемся на небольшую паузу, чтобы напомнить нашим зрителям, мы работаем сегодня в прямом эфире. И задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39 или же по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. А в каких-то еще подразделениях довелось поработать, например, в ГАИ или как-то, может быть, конная полиция, учитывая, что верховая езда есть в вашей биографии? Нет, в конной полиции нет, а вот госавтоинспекции, да, это действительно было замечательное время. На протяжении 7 лет я несла службу в отдельном батальоне ГИБДД города Якутска, тогда это было такое название. И вот тогда я могу без преувеличения сказать, что вообще не было практически времени на отдых. То есть мы с моими коллегами, с сотрудниками группы пропаганды и, разумеется, с инспекторами ГИБДД, которых я тоже до сих пор очень уважаю, и у них действительно очень сложная работа. Мы выбирали определенные дни недели, то есть вечер пятницы, вечер субботы, так называемые пьяные дни, когда люди отдыхают, садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, выезжали в рейды с видеокамерой, снимали это все, тоже была своя телевизионная программа на тот момент. Ну и, разумеется, на каждую серьезную аварию мы тоже обязательно выезжали для того, чтобы освещать то, что делать не надо. То есть, как правило, причиной любой аварии является, как правило, человеческий фактор. Очень редко бывает такое, что либо какие-то дорожные условия, либо, знаете, как это говорят, несчастные случаи. Это человеческий фактор. Очень много удалось тоже, не удалось, наверное, довелось увидеть вместе с моими коллегами. Это и детские смерти, это и дорожно-транспортные происшествия со множеством пострадавших. Ну, было очень по-всякому. Бывало такое, что и 2 недели спать нормально не могла после дорожно-транспортного происшествия. Это я помню, была зима, декабрь, вот год не скажу сейчас. На проспекте Ленина, перекресток проспект Ленина Дежнева, автобус совершил наезд на 7-летнюю девочку, школьницу. И, конечно, тогда мы приехали, когда на место, даже видавшие виды инспекторы госавтоинспекции, просто оторопь брала, потому что действительно это страшно. Но, тем не менее, об этом нужно рассказывать, об этом нужно говорить. Сейчас мои коллеги, которые работают в группе пропаганды ГАИ, тоже этим занимаются, очень большие молодцы, тоже все показывают, рассказывают. Конечно, сейчас, может быть, немножко поменьше стало таких аварий с такими тяжелыми последствиями, это не может не радовать. Но, тем не менее, работа, я думаю, у них не поубавилась, потому что в любом случае сейчас у нас самокаты, мотоциклы, какие-то другие средства передвижения, и работа только прибавляется, я думаю, с каждым годом. Но работа была очень интересной, я думаю, она такая же остается и сейчас. Давайте продолжим тему воспоминаний, потому что вы обмолвились, что как сейчас помните свой первый день. Да. Вот каким он был, как он проходил? Наверное, таким день, ну, действительно, он был эксклюзивным, потому что это было, как я уже сказала, 15 ноября 1994 год, поселок Депутатский. Я вышла на работу в канцелярию на тот момент, и во второй половине дня неожиданно выключили свет везде, во всем поселке. И, как мы потом узнали, это как раз и случилась та самая страшная авария, когда дизельная электростанция в Депутатском попросту перемерзло топливо, и все остановилось. И я, как сейчас помню, не было отопления нигде совершенно. Я приходила на работу, при свечке печатала оперативные сводки, потому что, ну, во-первых, тогда компьютеров не было. Все это было на печатных машинках. В шубах сидели, то есть это было очень тяжело, пар шел изо рта. Печатала сводку, отвозила ее в администрацию, в суд. И вот до сих пор у меня, знаете, перед глазами такая картина. Я захожу в здание районного суда, у нас там в Устьянском районе, и смотрю, а у них очень красивый был, скажем так, зимний сад на первом этаже в холле, прям очень много цветов было, прям шикарное было у них там, конечно, место, мне очень нравилось всегда. И я захожу, вот вроде бы, казалось бы, везде минус в зданиях, а цветы зеленые. Я подошла, дотронулась рукой, и цветок откололся и упал. Вы знаете, это как, наверное, во дворце Снежной Королевы. Вот с этим можно... Меня это настолько тогда поразило. Я не знаю, это воспоминание осталось со мной вот даже спустя много лет. Вот это такой был мой первый день. Ну, это очень необычно. Очень необычно. А что касается Следственного комитета, там как первый день проходил? Ну, Следственный комитет – это, конечно, другая уже история. Это уже более осознанный, наверное, выбор. И
Меня, наверное, поразило какое-то, знаете, благородное спокойствие внешнее, когда я попала первый раз именно на работу. То есть люди, следователи, они очень без суеты совершенно, без какой-то, казалось бы, вот видимой внешней оперативности, мне тогда показалось. Они просто спокойно делали свою работу. То есть у каждого определенный кабинет, у каждого свое уголовное дело, и не одно уголовное дело. К ним приходят люди на допрос для проведения каких-то других следственных действий. И все это, знаете, настолько такой отлаженный, налаженный процесс, который я даже думаю, блин, наверное, мне тут будет скучно. Но прошло какое-то время, и я поняла, что здесь не место суете совершенно, не место какой-то торопливости, потому что восстанавливать картину какого-то преступления, знаете, это вот как, наверное, либо шить какой-то ковер, то есть можно с этим сравнить, да, либо вязание какой-то вещи. И вот постепенно следователь из каждой вот ниточки составляет какую-то картину, то есть восстанавливает как раз то, что произошло, и в итоге получается уже готовый продукт, который поступает, уголовное дело поступает к прокурору, а потом уже в суд. Ну и там, собственно говоря, рассматривается. То есть вот такой момент был у меня. Я думала, что мне не понравится. Ну, понравилось тебе. Понравилось, да. Каким было ваше первое дело, когда вы выехали с коллегами? Что там происходило? В качестве пресс-службы, да, это было обнаружение тела мужчины без признаков смерти криминального характера. Тоже было лето, по-моему. Ну, я в мае пришла, да, и вот поехала как раз, жаркое лето было. Мы приехали в какой-то заброшенный такой небольшой вагончик. И вот на таких каблуках, я тогда еще не знала, что так нельзя делать, что это неудобно, как минимум. По какой-то лесенке залезла. Ну, в общем, больше я такой ошибки не допускала, когда выезжала на место преступления. То есть что-то спортивное, кроссовки, что-то легкое, удобное. Потому что следователи, бывают, осматривают такие места, куда обычному человеку очень трудно проникнуть. Это и техэтажи, и какие-то подвалы, и, наоборот, чердачные помещения, всякое бывает. Вот, ну да, такое было, и снимала, фотографировала, работаю. Следователь, девушка у нас тогда была, я помню, тоже молодая. Ну, так посмотрела, конечно, да, интересно, необычно, жутковато, но тем не менее интересно. Какой-то случай из практики, если так можно сказать, запомнился больше Да. всего? Запомню больше всего. Я думаю, оно запомнилось не только мне, это дело, этот случай. Это убийство семьи из 4 человек, которое произошло у нас в городе несколько лет назад. Тогда преступник проник на территорию частного домовладения рано утром и совершил убийство жены своего знакомого, который отбывал наказание в местах лишения свободы, ее матери, пожилой женщины, и 2 малолетних детей. Мальчикам, по-моему, было 5 и 8 лет, если я не ошибаюсь. Вот этот случай меня настолько, скажем так, наверное, знаете, даже не могу подобрать синоним, такой, который может передать всю палитру чувств, которые я испытала, когда я об этом узнала. Но, тем не менее, следователи, разумеется, выезжали. Потом еще, кстати, этот человек, когда его задерживали, он совершил покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа, то есть он совершил убийство, скрылся, и после того, как на него вышли сотрудники оперативного подразделения полиции, он попытался убежать и совершил нападение на полицейского. Сотрудник сумел сориентироваться, применил приемы самообороны, но тем не менее он сейчас, этот человек, отбывает наказание, ему дали пожизненный срок, пожизненное лишение свободы. Это первый и единственный на моей памяти приговор в республике у нас, потому что действительно крайне тяжелое, ужасное преступление. И когда, вот вы знаете, я поразилась, его перевели к следователю. Следователь, кстати, у нас была тогда молоденькая, хрупкая девушка, совершенно, кстати, как дюймовочка такая. Но характер у нее, я могу сказать, что титановый, наверное. Знаете, до сих пор она у нас работает, это Татьяна Кузьмина. Очень классный профессионал, очень грамотный сотрудник. Ну, у нас много таких, но Татьяна, вот как раз именно это дело она расследовала. И когда к ней привезли этого преступника, уже можно об этом говорить, вы знаете, совершенно небольшой, такой невзрачный, щуплый, обычный мужчина. Вот их сотни ходят по городу. Никогда в жизни не подумаешь, что этот человек мог совершить такое. Но тем не менее, когда она проводила с ним следственные действия, он просто уронил голову на руки, наверное, до него тогда уже дошло, что он совершил, что он натворил. И, ну, тем не менее, работа с ним велась планомерно, профессионально, совершенно четко, как обычно. То есть это необычное для меня, для нас, жителей республики, может быть, для обывателей это необычное дело, а для наших следователей, ну да, это немножко другое, но тем не менее это работа.
работа, которую они делают каждый день. Надежда, мне подсказывают, что у нас есть вопрос. Кто-то дозвонился к нам в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Он сейчас, этот человек, отбывает наказание, ему дали... Ну, очевидно, нам еще раз перезвонят. Всякое в жизни бывает. Давайте поговорим вот о чем. Вы рассказываете про то, как проходят следственные действия. А насколько это похоже с тем, что происходит в фильмах? Потому что вот работа следователя для меня сразу серия фильмов «Место встречи изменить нельзя». Так оно на самом деле или нет? Одна из моих любимых картин, действительно, Владимир Семенович Высоцкий здесь фееричен, как, в принципе, и везде. Но место встречи изменить нельзя. Здесь речь идет не столько о следователях, сколько о сотрудниках оперативного подразделения, отдела по борьбе с бандитизмом. Это, можно сказать, наши коллеги, то есть оперативные подразделения органов внутренних дел. Это служба, без которой мы не сможем, наверное, работать. То есть мы взаимодействуем очень тесно, потому что оперативные сотрудники, они как раз находят людей, которые совершили преступление, если те скрылись с места, скажем так. Но это чаще всего убийство или преступления, предусмотренные частью 4 111 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть». Ну и ряд других, конечно. Вот здесь от взаимодействия следователя и оперативных сотрудников зависит очень много, потому что наша главная задача – это раскрыть преступление совместными усилиями и привлечь человека, который его совершил, к установленной законом ответственности. Вот это первостепенная задача следователей и сотрудников полиции. Ну, а если говорить о современных, может быть, сериалах, ну, там тоже немножко все приукрашено, преувеличено, потому что если показывать ежедневную работу следователя такой, какая она есть, это будет неинтересно простому человеку, понимаете. То есть, как правило, это сотрудник наш, коллега мой, приезжает в кабинет, у него определенный план работы есть на день. Он может целый день провести в кабинете, допустим, проводя допросы, какие-то иные действия, может выехать на обыск, может проводить очные ставки. То есть здесь все зависит от стадии расследования уголовного дела. Но это не будет так красочно, как показывают в кино. Ну, получается, да, другое. в кино у нас самая изюминка. В общем-то, те, кто нам звонили, прислали сообщение в Телеграм. На каком этапе сейчас находится расследование по делу синских девочек? Я сразу хочу сказать, что расследование данного уголовного дела не осуществляют мои следователи. Сейчас следствие ведется Главным следственным управлением Следственного комитета России. И я, к сожалению, не могу комментировать ход расследования, потому как дело не у нас в производстве. Давайте тогда двинемся дальше. Учитывая, что, получается, есть канва и потом вплетаются какие-то детали по мере расследования преступления, следователь должен быть и понемножку хорошим психологом, хорошим, может быть, актером где-то что-то подыграть обвиняемому, хорошим еще кем-то. Какие качества определяют следователя? Я хочу вам сказать, что это не только психолог, актер, это огромный пласт профессий. Буквально вот как раз в праздничный день мы думали над этим, обсуждали это. Следователь – это и психолог, это и строитель, это и банковский сотрудник, это педагог, это в какой-то степени медик, это сотрудник налоговой инспекции. Очень огромная масса. Если говорить о коллегах из следственных управлений на транспорте, то это и летчики, и моряки-речники, и, в общем, водители паровозов, в общем, кто они только нет. Потому что каждое уголовное дело, которое поступает к следователю, оно имеет свою специфику, если речь не идет о бытовых преступлениях. Если это преступление в сфере экономики, разумеется, следователь будет сидеть, заниматься экономикой. Если это преступления, совершенные в сфере налогообложения, то, разумеется, будет изучать налоговое законодательство. И вот так всегда и везде, где-то он читает одно, где-то он читает другую базу, и везде понемножку он для себя берет какую-то полезную информацию. А качества, которые определяют следователи, ну, наверное, прежде всего это усидчивость, терпение и какая-то толика фанатизма, потому что следователь, который не любит свою работу, он у нас долго не задержится. Бывают такие истории, когда приходят молодые сотрудники, поступают с горящими глазами, проходит 2-3 месяца, они уходят, говорят, я не могу работать в таком режиме. И поэтому вот именно о чем я и говорю, что какая-то доля восхищения есть вот именно моими коллегами, потому что у них настолько они посвящены, настолько они вот именно
утопают в своей работе. Очень мало таких моментов, когда, вот я говорила, можно провести время в кругу семьи, заняться каким-то любимым делом. Но в основном это, конечно, работа. Отпуск, да, вот тогда наши сотрудники отдыхают, конечно, кто-то на рыбалку, кто-то на охоту, кто-то куда-то еще уезжает, но это и должно быть так. Человек не может работать в режиме 7/24 на 365. Конечно. А вот лично вы как переключаетесь с рабочего режима на домашний? Наверное, я не переключаюсь, допустим, если я не в отпуске, телефон всегда со мной. То есть где-то придет сообщение, где-то позвонят коллеги, где-то что-то, не дай бог, случилось, где-то кто-то что-то написал, какой-то комментарий, нужно дать ответ. Это вот очень такой момент, когда даже ночью, бывает, просыпаешься и смотришь телефон, что там происходит, какие-то события и так далее. А отдыхаю я, конечно, в отпуске. Это моя стихия, это мое любимое дело, мои любимые места, где мы отдыхаем с семьей. Это круизы на теплоходе, это какие-то поездки на острова на Волге, где-то, может быть, какие-то встречи с моими родственниками, которые проживают сейчас за пределами республики. Ну, в общем, вот это вот как-то выглядит так. То есть это полное посвящение природе, полное отключение от цивилизации, скажем так, потому что именно в такие моменты я как-то более отдыхаю, расслабляюсь. Когда случается преступление, обычно сотрудники Следственного комитета выезжают туда для того, чтобы все это зафиксировать и начать расследование. Но иногда бывают такие случаи, которые называются следственными экспериментами. Что это такое и насколько интересно они проходят? Следственный эксперимент – это неотъемлемая часть любого уголовного дела. То есть, если человек совершает убийство, допустим, да, к примеру, после возбуждения уголовного дела следователь, скажем так, в составе определенных, то есть адвокат, понятые и так далее, выезжает на место совершения преступления, где ему человек показывает, как он это совершил. Ну, если так по-простому говорить, чтобы было понятно. И это все фиксируется на видеокамеру, под видеозапись, потому что это предусмотрено законодательством. Ну и, собственно говоря, там уже на месте восстанавливается картина именно момента совершения преступления. Ну, интересно, как сказать, наверное, для следователя это обыденность. Это может быть интересно для людей, которые ни разу не видели этого, не участвовали в этом. Ну, как правило, это обычная рутина следователей наших. Проницательность тоже присуща следователю? Я думаю, что да, наверное. Потому что человек, вот если он работает уже не первый год, ему приводят заподозренного, скажем так, и он начинает с ним беседу. И, конечно, тогда уже следователь, наверное, который именно вот обладает этим качеством, хороший следователь, он уже, наверное, где-то видит, правду ли говорит человек, причастен ли он к этому преступлению, или наоборот, он всеми силами отталкивается от следственных действий, утверждая, что он не прав. И в любом случае по каким-то невербальным признакам все равно можно понять, правду ли говорит человек или пытается обмануть. Ну, то есть здесь вот определенный такой присутствует момент. А вот как быть, например, с близким окружением следователя? Вот, ну, живут друзья, коллеги, там, семья, еще что-то, и внезапно начинает кого-то из знакомых подозревать. Как будто человек что-то скрывает. Из окружения следователя? Да, конечно. Ну, в таком случае этот человек не может заниматься расследованием дела, то есть он берет самоотвод по понятным причинам. То есть здесь уже не должно быть никакой заинтересованности. Это должна быть полная непредвзятость, и тогда дело дают просто другому человеку, другому сотруднику. А как считаете, вот проницательность и паранойя, они могут идти как-то параллельно, ну, буквально на чаше весов, чтобы сохранять вот этот вот баланс? Ну, наверное, нет, потому что паранойя – это что-то, нечто такое навязчивое, а если у следователя будет обвинительный уклон, это уже не есть хорошо. Следователь, именно профессионализм следователя состоит в том, чтобы не посадить человека в тюрьму, да, по-простому, если говорить, а именно восстановить картину того, что произошло. Этот ли человек совершил преступление, или это кто-то другой. Бывает так. Либо на себя берут вину за другого, либо наоборот, человек от себя полностью, как я говорила, отгораживается. Это не я, выдвигает какие-то ложные алиби. Меня говорили, это был другой, это собутыльник, или это кто-то еще. Сводят счеты, зачастую так говорят. Но в ходе следствия это, как правило, не срабатывает. Все равно есть определенные моменты, экспертные исследования, исследования на полиграфии, ну, ряд таких следственных действий, которые все равно восстановят картину рано или поздно. Ну вот работая много лет, я думаю, вы очень прониклись атмосферой вот,
профессионализма. Бывает такое, когда вы в обычной жизни можете, например, заметить, когда человек обманывает или Ну, немножечко что-то не разумеется, договаривает. Конечно, конечно. Как это проявляется? Как проявляется? Ну, даже вот, честно говоря, не задумывалась, но это как-то, наверное, на уровне интуиции какой-то. То есть, как я говорила, какие-то жесты, какие-то определенные движения, трудно сказать. Да и потом, знаете, общение с людьми, оно же настолько это индивидуально все. Вот я, допустим, в силу определенной уже, наверное, профессиональной какой-то степени деформации предпочитаю общаться с людьми, которые мне приятны. Да, когда ты знакомишься с человеком, ну, ты, разумеется, смотришь, кто он, насколько он, пытается ли он тебе понравиться, какая-то лесть, может быть, есть в его речах. С такими людьми как-то стараешься держаться на расстоянии немножко, потому что я очень уважаю людей честных. Лично я уважаю людей честных, которые могут сказать правду в глаза, которые как-то не прячутся, которые любят свою страну. Я не могу общаться с людьми, которые, живя в России, высказывают какое-то негативное мнение о том, что здесь происходит. Я однозначно говорю, если вам что-то не нравится, покидайте пределы Да, и дверь всегда уезжайте. открыта. Дверь всегда открыта, вы понимаете? Это, ну, это просто на уровне, наверное, средней школы, но это же все понятно. Потому что я очень люблю свою страну, и это знают и все мои друзья, мои знакомые. Мы даже не ездим, честно говоря, за границу отдыхать, потому что я считаю, что шикарные места у нас в стране есть, которые нам нужно еще посетить. И мне, и моим детям. И моему супругу тоже, кстати. А вот учитывая, что вы любите людей честных и прямолинейных, тоже хочу спросить, а как относитесь к тем, которые вроде как и вашим, и нашим? Ну, бывает же такое, Бывает когда... такое, да. Ну, как-то, наверное, нужно их просто понять, почему так происходит. Наверное, что-то в этом есть, какая-то причина и вашим, и нашим. Ну, не знаю, каждый случай, наверное, индивидуален. То есть каждый человек, он же, все люди разные. Ну, У наверное. кого-то есть какие-то, наверное, свои мысли, может быть, кто-то чего-то хочет добиться этим таким поведением. Ну, тут разные есть моменты. Давайте тогда вернемся к следователям. Когда вы находитесь в отпуске, вы просто абстрагируетесь, посещая свои места силы. Но ведь отпуск бывает не всегда. Как, находясь в рабочем режиме, бороться с негативом? Потому что очень много через себя приходится пропускать. Ну, наверное, это все-таки время, которое я провожу дома, либо на работе. Ну, можно иметь, знаете, как-то такой момент, когда ты просто можешь отключиться, что-то вспомнить приятное, когда нет какой-то суматохи такой, знаете, вот текучки. Просто отключиться, что-то вспомнить, может быть, что-то, наоборот, запланировать на будущее, побеседовать даже в какой-то момент с мамой, с родными, посмотреть какие-то фотографии, которые дороги сердцу. И как-то, наверное, это оно постепенно снижает градус напряженности и как-то отключаешься. Работа в любом случае это всего лишь работа, как бы ее человек не любил. Самое главное в его жизни – это семья, это люди, которые самые близкие, нужно прежде всего думать о них. Стараться не обидеть, стараться как-то не приносить домой негатив со своей работы и так далее. Ну и тогда, наверное, и будет получаться все-таки вот это, скажем так, и проводить время на работе, качественно, скажем так, выполнять свою задачу, и уметь отключаться, как-то расслабляться и не приносить домой этот негатив. Это нужно, наверное, уметь. Да, это хорошо, когда это получается. Это очень хорошо. Но не всегда, конечно, так бывает. Бывают и обиды, бывают и какие-то эмоции, потому что мы живые люди, мы не машины. И бывает, что иногда и хочется все бросить, уже все, устал, все, не могу больше. Ну, утро вечером мудренее, как говорят наши русские народные сказки. Когда просыпаешься, понимаешь, что не все так страшно. Бывает хуже, но реже, слава богу. А помощью психологов приходится пользоваться? Ну, не могу сказать про других, но когда у нас в штате Следственного управления был человек, который как раз-таки занимал именно должность психолога, не то что обращаться, а вы знаете, просто поговорить. Вот просто поговорить ни о чем. Отвлечься. Вот это именно тот момент, когда нужно просто отвлечься от работы. И, может быть, там... Она настолько, кстати, была профессиональным человеком, что просто заходила в кабинет, вроде бы как просто поздороваться, поговорить. Но я вот сейчас понимаю, что она делала огромное дело, вот прям хорошее, благое дело. Она приходила, разговаривала, и вот потом понимаешь, что стало Облегчение легче. наступило. Да, стало легче. Хотя ничего такого, там, никаких там, знаете, сеансов. Давайте поговорим об этом. Вы готовы сказать что-то? Вы готовы сказать, вы готовы поговорить? Нет.
Это просто беседа, как у нас с вами, легкая и совершенно ни к чему не принуждающая. Но это была очень большая польза, действительно. Кстати, я думаю, что в таких беседах иногда можно найти какую-нибудь зацепку для своего дела. Вот что называется, оно стоит, и как-то не получается его расследовать. И вот это вот отвлечение как раз помогает дело довести. Переключение. Может быть, ты просто взгляд иногда замыливается, ты переключаешься на что-то другое, даже на другое уголовное дело. Я про следователей говорю. А потом возвращаясь к этому, как я этого не заметил, вот же оно, лежит на поверхности, то, чего я и не нашел сначала. Да, наверное, так и есть. Ну вот из этих удивительных моментов наша жизнь состоит. Скажите, вот о тяжелом мы очень много сегодня поговорили, а есть что-то легкое, приятное в работе? Лично для меня, если вот говорить для моей работы, да, конечно, я очень люблю как раз-таки рассказывать о работе следователей. Потому что, как правило, в головах у людей следователь — это такой стереотип, знаете, человек с сигаретой, с трубкой, или как в какое-то сериале следствие «Метод». ведут колобки. Да. Ничего не понимаю, аналогично. На самом деле это не так. У нас работают замечательные девушки, замечательные ребята. Они совершенно легкие в общении. Ну, опять же, все люди разные, но тем не менее большинство именно такие. У них есть свои увлечения, у них есть свои мечты, у них есть свои желания. И когда я рассказываю о таких людях не как о следователях, а как о простых людях, когда это удается сделать, когда мне звонят или пишут, говорят, как интересно, я не думал, что следователи, они такие обычные люди. Вот это вот мне приносит удовольствие. Потому что, об этом нужно говорить. Они где-то, может быть, не показывая этого, где-то они переживают, они где-то страдают. Может быть, они где-то даже пытаются понять, что они где-то себя там немножечко клюют за что-то, что не удалось. Это мы делаем все. И поэтому они не машины, они такие же люди, как и мы. Просто они делают очень трудную работу, которую сможет выполнить далеко не каждый. Ну, я хочу сказать, что чувством юмора тоже не обделены, Да. потому что, читая релизы, там иногда такие бывают словесные обороты. А без чувства юмора в нашей жизни вообще никак не выжить. Я вот сама по себе очень огромный оптимист, то есть в каждой ситуации нужно искать что-то позитивное. Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Вот как сказал кто-то из великих. Так и нужно, наверное, относиться к жизни. Потому что если углубляться во что-то негативное, ничего хорошего от этого не будет. Это уже пройдено годами, десятками лет. Да, тогда давайте на позитивной ноте вы поздравите своих коллег и всех причастных к расследованиям с профессиональным праздником. Да, конечно. Хотелось бы обратиться прежде всего к нашим коллегам, следователям Следственного комитета, поздравить с профессиональным праздником, пожелать прежде всего терпения, стойкости, разумеется, не опускать руки, когда хочется это сделать, быть настойчивыми. Разумеется, мира, здоровья, семьям большая благодарность, потому что это нужно терпеть, это нужно ждать, уметь где-то что-то себе в чем-то отказывать, где-то уметь прощать. Это очень тоже большая работа. Жена или муж следователя. Ну и, разумеется, нашим коллегам из других ведомств я бы тоже хотела пожелать, конечно, крепкого здоровья, терпения, потому что мы все делаем одно дело. Это восстановление справедливости, поддержание правопорядка. Это очень большая ответственность прежде всего на нас самих. И поэтому нужно быть терпимыми, терпеливыми, профессиональными, постоянно повышать свой профессиональный уровень и никогда не опускать руки. Наверное, это основное. Ну, я просто бессовестно присоединяюсь к вашим словам, потому что не могу ничего добавить к этому поздравлению. Большое спасибо, что пришли к нам, нашли время. Рада всегда видеть вас в нашей Спасибо студии. большое. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Надежда Саханская. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.